С точки зрения энергетики есть разные сценарии покрытия будущего спроса на электроэнергию, в том числе без атомной станции. Эти сценарии лежат в Министерстве энергетики, и когда министр энергетики говорит, что без АЭС мы не выживем, это ложь, потому что прямо у него в министерстве лежит сценарий, в котором нет атомной станции. Поэтому вопрос, который задан на референдуме, не стоит в том, выживет ли Казахстан без атомной станции. Нет, дорогие граждане Казахстана. Вопрос стоит в том, стоит ли вообще браться за эту технологию или не стоит за нее браться. И сейчас я вам просто покажу, что за нее браться не стоит, потому что нет ни одного аргумента в пользу атомной технологии. То есть в настоящее время двумя самыми дешевыми источниками электроэнергии являются солнце и ветер. Это мировой глобальный тренд. Теперь давайте, как глобальные тренды относятся к Казахстану. Вот в Казахстане сегодняшняя ситуация такая, что возобновляемая энергетика в 6 раз дешевле, чем атомная. Значит, обогащение урана. Как ни странно, урановое сырье — единственное сырье для энергетики, в котором у нас нет гарантии поставки. Потому что у нас газ свой, уголь свой, ветер, солнце свои, а обогащенный уран мы должны покупать у третьей страны, потому что мы не умеем обогащать уран, у нас нет этой технологии, и более того, страны, которые в ядерный клуб входят, будут всячески препятствовать тому, что Казахстан научился обогащать уран, потому что это прямая дорога к ядерному оружию. Вот. Значит, по поводу безотходного цикла, который сейчас очень пиарят атомщики, никакого безотходного цикла нет, потому что расщепленные материалы остаются расщепленными. Они утилизируют только тот уран, который не расщепился. Но расщепленные материалы, они остаются, и их надо охранять сотни лет для того, чтобы они распались до безопасного состояния. 80 лет проработает атомная станция, оставит после себя огромный объем наработанных радиоактивных отходов, и следующие поколения наших казахстанцев получат просто в подарок огромную гору отходов, которые надо охранять, не получая ничего взамен. Вот. Ну и, конечно, последняя точка, почему вот меня спрашивают, почему ты так яростно сопротивляешься АЭС. Потому что, вот, несмотря на все эти разумные доводы, когда можно было просто разумно спорить, они называют последнюю точку. Они поставят станцию не где-то в огромном пустынном Казахстане. Они нашли одну точку в Казахстане, которая может купить одновременно озеро Балхаш и перекрыть разворот север с югом Казахстана. Здесь проходит 2 магистрали на расстоянии 3 километров от площадки. Железнодорожная автомобильная магистраль. Вот здесь, если произойдет авария, вряд ли будет перекрыта сразу связь севера с югом страны, кроме того, что мы потеряем Балхаш. Это просто поразительная безответственность людей, которые проектируют атомные станции. Это настолько беспринципность и безответственность людей, которые называют себя государственными мужами. Быстрее, дешевле и безопаснее покрыть возобновляемыми источниками энергии будущий спрос на электроэнергию. Строительство АЭС – это не экономический вопрос, это политический вопрос. И что бы ни говорили представители Министерства энергетики, лоббисты АЭС, у нас есть один доминирующий потенциальный поставщик – Росатом. Есть еще 3 другие компании – Électricité de France, французская, корейская Korea Hydro and Nuclear Power, и есть китайская China National Nuclear Corporation. В чем проблема сегодня с Росатом? Этот поставщик находится сегодня в условиях форс-мажорных обстоятельств. Бесспорным форс-мажорным обстоятельством является война в Украине. Она уже привела к тому, что черные лебеди прилетают в атомную энергетику уже не раз в 30 лет или в 10 лет, а буквально каждый месяц. Я сама родом из Семипалатинска, родилась в Восточном регионе и хорошо знаю последствия ядерных испытаний. И когда я приезжаю в свой регион, я многих своих знакомых просто-напросто не досчитываюсь. И если будет вопрос за строительство, я понимаю, какое разочарование ожидает жителей Улькена, которые надеются получить на АЭС работу или во время строительства. Но вот кем они себя там видят, я и так думала, я так и не нашла. За строительство АЭС атомное лобби, возраст 70+. Ну пусть построят они этот АЭС. Но вот воспользоваться благами они не могут. Просто физически уйдут из жизни. А будущие вопросы оставят нашим детям, внукам, правнукам. И в стране, где столько солнца, ветра, газа, наконец, угля, с которым тоже можно по-умному пользоваться, строить АЭС нет никакой необходимости.